Здравствуйте, ребята! Сейчас вы посмотрите сказку Григория Остера «Зарядка для хвоста». Однажды попугай ходил по Африке и смотрел по сторонам. И все понимал. На что ни посмотрит, все ему сразу ясно. Например, посмотрит попугай на кактус и подумает: ага, этот кактус занят очень важным делом. Он растет сам и отращивает свои колючки. Или глянет попугай на кокосовую пальму, увидит там кокосовые орехи и подумает: эти кокосовые орехи зреют. Скоро они созреют и упадут кому-нибудь на голову. Попугай вышел на полянку и увидел мартышку. Мартышка карабкалась на высокую финиковую пальму. Она долезала до середины ствола и очень быстро съезжала вниз. Чем занимается мартышка? Спросил сам себя попугай и тут же себе ответил: Мартышка катается. Катаешься? Лезу! Она опять добралась до середины ствола и опять очень быстро съехала оттуда вниз и полезла на пальму еще раз. Если ты лезешь, почему же ты катаешься? Сама не понимаю. Мне хочется фиников, и я лезу вверх. А получается вниз. Так. А ну-ка, покажи мускулы. Мартышка согнула свои тоненькие ручки и показала попугаю свои щупленькие мускулы. Угу, все ясно. Мускулы никуда не годятся. Почему не годятся? Слабые. Тут нужны сильные мускулы. А у меня других нет, только эти. Чужие мускулы тебе не помогут. Надо укреплять свои. Нужны спортивные упражнения. Зарядка. Зарядка? Стань прямо. Мартышка стала прямо. Попугай скомандовал: упражнение началось! Ноги вместе, руки врозь. 1, 2, 3, 4. Ноги выше, руки шире. Попугай командовал, а мартышка разводила руки в стороны и опускала их вниз. Поднимала вверх и приседала на корточки, подпрыгивала и хлопала в ладоши над головой и за спиной, бегала на носках и ходила на пятках, и делала еще много чего другого. А скоро они укрепятся, мускулы. Скоро будешь делать зарядку каждое утро и... Каждое утро будешь делать зарядку каждое утро. И от этой зарядки ты будешь все время заряжаться, а потом бах! И станешь сильной. А нельзя сразу. Бах! Нельзя. И я каждое утро буду делать зарядку одна? Ой, мне же станет скучно. Ну, можешь делать зарядку с кем-нибудь вместе. Ты давай тут потренируйся, а я потом приду и посмотрю, как у тебя получается. И попугай ушел. Мартышка немного попрыгала в одиночестве, а потом заметила, что на нее с удивлением смотрит вышедший из зарослей слоненок. Слоненок, хочешь делать что-нибудь вместе со мной? Хочу. Прекрасно! Сейчас мы с тобой вместе будем делать зарядку. Так, стань прямо. Зарядку. Вздохнул слоненок и попятился. Но было уже поздно. Мартышка поймала его за хобот. Пришлось слоненку стать прямо. Упражнение
началось. Ноги вместе. Ух ты! И тут слоненок упал и даже перекувыркнулся на спину. Чего? А ну, давай сначала. Упражнение началось. Ноги вместе. Вместе. Но как только она дошла до ноги вместе, слоненок опять упал и опять перекувыркнулся на спину. Мартышка посмотрела на слоненка с подозрением. Что это ты все время падаешь? Давно это с тобой? Недавно. Сначала ты говоришь, упражнение началось, и я пока еще не падаю. А потом ты говоришь, ноги вместе, и я ставлю ноги вместе. И вот тут я падаю каждый раз. Странно. Мартышка, а давай я лучше не буду делать эту зарядку, а то я от этой зарядки все время падаю. Глупости. От зарядки не падают. Становись еще раз. Упражнение началось. Ноги вместе. Ноги вместе. Мартышка замолчала и стала ждать, упадет слоненок или не упадет. Наверное, я опять упаду. Подумал слоненок и сразу же понял, что не ошибся. Он понял это уже лежа на спине. Что это вы делаете? Вдруг раздался голос удава, который в эту самую минуту начал выползать на полянку. Чем это вы занимаетесь? Спросил удав, закончив выползать. Падаем. Ну и как? Нравится? Не очень. Это тебе не очень. А мартышке? А я и не падаю. Это слоненок падает. Сначала я ставлю ноги вместе, а потом падаю. Хоть мне и не хочется. Все ноги ставить вместе нельзя. От этого всегда падают. А зачем вам это нужно? Зачем вы их ставите вместе, ваши ноги? Для зарядки мы делаем зарядку. Удав сразу притих. Он с уважением посмотрел на мартышку и слоненка. Зарядка. Вам хорошо. Вы можете делать зарядку. А ты? Я не могу. Ну, это же пустяки. Сейчас я тебя научу. Ничего не выйдет. Выйдет. Ну-ка, ляг прямо. Упражнение началось. Ноги вместе, руки врозь. Некоторое время удав и мартышка смотрели друг на друга и молчали. Потом удав укоризненно вздохнул. Какие руки? Какие ноги? Какие ноги, я тебя спрашиваю? Задние или передние? У меня их нет. Ни задних, ни передних, ни средних. Никаких. Мартышка растерялась. Она, конечно, и раньше знала, что у удава рук и ног нет, но как-то забыла. И слоненок тоже как-то нечаянно забыл. А что же у тебя есть? Вот, хвост. Да что толку, если я все равно не могу делать зарядку? Нечем мне. В это время на поляну вышел попугай. Он посмотрел на удава, слоненка и мартышку и подумал. Все понятно? Они собрались вместе и ждут меня. Ну, как дела? Плохо. Слоненок все время падает, а у удава вообще ничего нет, только хвост. И зарядку мне делать
Хвост? Ну-ка покажите мне этот хвост. Гнется? Гнется во все стороны. Прекрасно! Так в чем же дело? Будешь делать упражнение вот с этим хвостом. А разве бывают упражнения для хвоста? Еще какие? Есть такая специальная зарядка для хвоста. И попугай стал учить удава делать зарядку для хвоста. Это была удивительная зарядка. Удав был в восторге, мартышка тоже. А слоненок, смущаясь, спросил: А для хобота зарядка бывает? Бывает! И оказалось, что зарядка для хопота почти такая же увлекательная, как зарядка для хвоста. А потом друзья стали делать зарядку все вместе. Мартышка делала упражнения для рук, слоненок для хобота, а удав для хвоста. Попугай командовал, он делал специальные упражнения для командиров. С тех пор друзья каждое утро вместе делали зарядку. Правда, мартышка, слоненок и попугай иногда забывали ее делать, к сожалению. Зато удав никогда не забывал, к счастью. Ведь он делал самую увлекательную зарядку на свете – зарядку для хвоста. Спокойной ночи, ребята. Не забывайте по утрам делать зарядку. До новых встреч!